пыли просто не было, от него пылище. Да, вот у нас Дмитрий Петрович, вот огромное ему спасибо. Ну, за то, что пылесосил. Вот у нас вчера ребята были, у нас гости вот здесь, поприветствуйте, вот с Кореи. Почти полцеркви, да, как это, сегодня присутствующие. Если бы не они, вернее, они вчера, у них собрание было здесь, и они закончили 11:30 ночи. И я так понимаю, что после них все равно убирали, да, сегодня еще. Я не знаю, кто приходил, огромное вам спасибо. Буквально еще 5 минут, и мы будем начинать, хорошо? Пока есть вот момент пообщаться. Давай сейчас, как типа импровизация, не это в начале, то есть во время, вообще, когда буду начинать собрание, там, если молитва, просто музыка, и потом дальше ушли. Сейчас? Доброе утро, дорогая церковь! Давайте мы поднимемся на наши ноги. Мы будем славить Господа, мы помолимся. Вы большие молодцы, что вы пришли, многие из вас вовремя. Несмотря на жару, несмотря ни на что. Давайте мы благословим это собрание. Отец Небесный, Господь, благодарим Тебя. Благодарим Тебя за Твою милость и благодать к нам. За возможность, которую Ты даешь приходить сюда, славить Тебя, поклоняться Тебе, Господи. Мы просим, Господь, благослови нас, благослови это собрание и говори к нам. Будь здесь, Господи, мы ожидаем Твоего присутствия, мы ожидаем встречи с Тобой. И мы просим Тебя, Господи, будь посреди нас и веди это собрание, как Ты хочешь. Двигайся, как Ты хочешь.
и делай, что ты хочешь. И весь Божий народ сказал: аминь. Давайте мы прославим Господа и дадим Ему аплодисменты. Аллилуйя, Господь! Мы к Тебе воззовем, Дух Святой, мы Тебя так ждем. Руки к небу вознесем, Дух Святой, мы всем сердцем ждем. Мы к Тебе воззовем, Дух Святой, мы Тебя так ждем. Руки к небу вознесем, Дух Святой, мы всем сердцем ждем. Возьми меня в горы, на Твои просторы, где любовь течет, как река. Ветру дуновенье, Твое прикосновение, и милость Твоя велика. Я хочу быть выше, там, где Дух Твой дышит, где присутствие Твое. О, Дух во мне течет, любовь свою несет. Перед Твоим троном я склонюсь. Мы к Тебе воззовем, Дух Святой, мы Тебя так ждем. Руки к небу вознесем, Дух Святой, мы всем сердцем ждем. Мы к Тебе воззовем, Дух Святой, мы Тебя так ждем. Руки к небу вознесем, Дух Святой, мы всем сердцем ждем. Ты боль всю исцелил, во благо обратил, Ты подвиг на кресте совершил. Все слезы сосчитал, мой страх навек собрал, Сын Божий ради нас ангел стал. Ты взял мою вину, тобою лишь живу, грех мира Ты распял на кресте. Святая кровь Твоя очистила меня, Ты искупил и оправдал меня. Мы к Тебе воззовем, Дух Святой, мы Тебя так ждем. Руки к небу вознесем, Дух Святой, мы всем сердцем ждем. Мы к Тебе
руки к небу вознесем. Дух Святой мы всем сердцем ждем. Аллилуйя. Аллилуйя, воздаем Иисусу славу! Каждый день на устах моих это славное имя Иисус. Я не знаю имен других, лишь его я превозношу. Мое сердце поет о нем, о Спасителе дивном моем. Только Он мне дает покой, Его имя всегда со мной, всегда со мной. Я буду славить Господа Христа, я буду помнить все Его дела, я буду петь Ему аллилуйя, аллилуйя. Я буду славить Господа Христа, я буду помнить все Его дела, я буду петь Ему аллилуйя, аллилуйя. И когда солнце свет горит, согревая всю землю теплом, мое сердце опять звучит Иисусу, царю псалом, царю псалом. Я буду славить Господа Христа, я буду помнить все Его дела, я буду петь Ему аллилуйя, аллилуйя. Я буду славить Господа Христа, я буду помнить все Его дела, я буду петь Ему аллилуйя, аллилуйя. Sürevim eder götürülür, kelebeğin açıbın aykalır, yine eremigin oskuta, kurudun miginin gini var. Gün sırtı gözleri sıvıda, Çağılsa yollarından tırta, bir süre verene yerine İisus'ka ırılana, ırılana. İsumadın kuru kuruydum, beni cayısın tünnede sandım, kinini aykalamın minıldım, aykalamın minıldım. İsumadın kuru kuruydum, kini cayısın tünnede sandım, kinini aykalamın minıldım, aykalamın.
Напои меня живою водой утоли. Жажду мою я хочу нырнуть головой в глубокие воды твои. Я хочу нырнуть головой в глубокие воды твои. Аллилуйя, аллилуйя, святому Богу хвала. 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 Источник жизни моей у тебя, живая вода, океан Божий любви с избытком наполни меня, океан Божий любви с избытком наполни меня. Аллилуйя, аллилуйя, святому Богу хвала. 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 Напои меня живою водой утоли. Жажду мою я хочу нырнуть с головой в глубокие воды твои. Я хочу нырнуть с головой в глубокие воды твои. О, напои, Господь, всякое жаждущее сердце, Иисус. О, излейся наш Бог. Не забуду я, как ты освободил нас, разделил моря. Это исход моего сердца. Ты спас нас, избавил, воды удерживал Господь. О, Яхве, Бог воюет за меня, одержу победу я. Аллилуйя, аллилуйя. Море разделил Господь, нас в глубины Он ведет. Аллилуйя, аллилуйя. Сказать тебя — это облако дневное, огонь ночной. Бог, иду я за тобою. Ты спас нас, избавил, воды удерживал Господь. О, Яхве, Бог воюет за меня, одержу победу я. Аллилуйя, аллилуйя. Море разделил Господь.
Аллилуйя! Бог за нас, кто против нас? Аллилуйя! Вся земля хвалу поет, лишь тебе, наш чудный Бог. И во всей вселенной нет, кто б с тобой сравниться смог. Ты превосходнее всего на свете, и нет подобного тебе. Ты наш Господь, ты царствуешь вовеки, превознесем тебя в хвале. Небеса тебе поют, святый, святый, вся земля тебе поет, достоин ты, все творение восстает, тебе хвалу, Господь, благословен наш Бог, Творец всего. От престола твоего течет поток живой воды. Для народа всей земли сияет свет твоей любви. Своим присутствием покрой всю землю, пусть свет прольется в жизнь людей. Все народы преклонят колени и воспоют хвалу тебе. Небеса тебе поют, святый, святый, вся земля тебе поет, достоин ты, все творение восстает, тебе хвалу, Господь, благословен наш Бог, Творец всего. Sevdiğine nılana, ey Jesus, sen Allah'ın ürdüne, ey edenler sok. En bolağın ürdükere sırtı, ey hekim da dengez bek. Ayı doyamut baramat olof hem, sürek bideye kıllı. Allah'ın eyleği, sırdıktan sırdık, sürdük erim bana. En adın İsus, en aydın varlıkta, ey ilgin uydum, soğuğa yaşımın ederim. Oluktun ahuda, ey yiğitten kurtular. Sirge bar narodları, en sırdıgın sırlarda. Sürürdün dolur beyen üdüğülen, can olur sırdık düzdün. Barına feye kesün,
Гинули до золотого ярчивы денере. Небеса тебе поют, Святый, святый, вся земля тебе поет, достоин ты, все творение воздает тебе хвалу, Господь, благословен наш Бог, Творец всего. благословен наш Бог, Творец всего. Благословен наш Бог, Творец всего. Благословен. Аллилуйя, дорогой Господь.
Слава Богу, хорошо. Давайте мы будем возвращаться. Я знаю, что мы сделали объявление, что у нас нет детского служения, но тем не менее, у нас, я вижу, есть дети здесь присутствуют, поэтому давайте мы позовем дети, подростки. Кто есть, выходите сюда, мы благословим вас, помолимся за вас. Также мы помолимся за всех детей, кого нет сейчас на собрании. И вы видели, да, я сначала утром, когда было так немного людей в зале, я подумал, что это потому, что мы сказали, что не будет детского служения. И все родители благополучно остались дома. Это просто к тому, что, знаете, ценность детского служения. Если совсем убрать, полцеркви не будет, потому что ну куда-то же их девать надо во время собрания, да? Хорошо, кто-то у нас еще выходит. Давайте мы помолимся, мы благословим детей. Вы знаете, что мы делаем это на каждом собрании. Я также призываю вас это делать не только на собрании, но делать это дома, в повседневной жизни. Аллилуйя. Отец Небесный, Господи, благодарим Тебя за каждого ребенка, за каждого подростка, кто сейчас здесь, кто сегодня пришел, а также за всех детей, кто в нашей церкви, но по каким-то причинам их нет. Господи, мы просим Тебя, благослови каждого, как мы их сейчас благословляем, всяким Твоим благословением. Господи, пусть Твоя рука будет над жизнью каждого из них, уберегая их от зла во все дни их жизни. Господи, пусть всякая беда, она обойдет их стороной. Господь, я провозглашаю, что каждый из них, он будет успешен в каком-то деле, которое Ты предназначил для них исполнять, Господь. Они будут в какой-то сфере лучшие. Господи, пусть раскрывают свои таланты, развивают их, Господь, и Ты благослови их. Я прошу Тебя также, Господи, благослови их родителей. Пусть отношения в семьях, они будут такими, чтобы люди, они смотрели и говорили, что там действительно Бог. Как Ты сказал, будет реальностью в их жизни. Потому узнают, что они мои ученики, что будут иметь любовь между собой. Пусть это будет реальностью. Господь, благослови также всех, кто куда-то поехал, отдыхает, кому еще что-то предстоит, чтобы остаток лета они провели хорошо. Остается чуть больше месяца, еще каникул для школьников. Господи, пусть вернутся сюда осенью, живые, здоровые, целые и невредимые и отдохнувшие. Да будет так. Аминь. Аминь. Хорошо, и вы заметили, да, что у нас такой налет легкого беспорядка внизу, цемент и так далее. Именно поэтому мы отменили детское служение, потому что, ну, кто-то должен смотреть, да. И когда торчат кругом всякие штуки и грязно, ну, наверное, не самое хорошее время. Это я к чему? Это я к тому, что молитесь, чтобы, ну, у нас вроде бы процесс идет, и мы надеемся, что мы закончим все грязные работы к осени. От нас зависит в том числе. У нас сейчас будет возможность проявить себя, закончим мы к осени или нет. Я плавно перехожу к пожертвованиям, потому что я вам приоткрою немножко тайну, да, вот те денежные средства, которые мы отлаживали на ремонт, они практически иссякли. И чтобы дальше нам двигаться, то есть нам нужно покупать материалы, нужно платить рабочим. Соответственно, если мы соберем, мы сделаем больше. Если нет, у нас опять перенесется на более поздний срок. На осень там и так далее. Но очень хочется закончить всю грязь. То есть, чтобы были полы, чтобы был потолок. Чтобы мы купили плитку, положили. По возможности хотелось бы, вот, по крайней мере. И меня спрашивали, что у нас будет где. И я вот говорил, у нас людей в 2 раза больше стало. Я сейчас коротко поделюсь. Когда вы заходите вот в здание, и вот эта вот часть, которая вот она осталась без стены, безо всего, она так и останется. И мы хотим, чтобы это была вот такая свободная зона большая, фойе, и там будут стоять столики и будет кафе. Может быть, мы сделаем такую небольшую стоечку, за которой будут выдавать пироженки, бутербродики, будет кофемашина, чайничек. Но чтобы у нас было пространство, где мы могли бы пообщаться. И как только мы закончим все грязные работы, мы опять вернемся к чаепитию. Вы помните, у нас уже такая традиция сложилась, и вот ремонт у нас ее прервал, потому что
ну, слишком хлопотно убирать грязь, вытирать пыль и накрывать столы. Вот. Но как только мы это сделаем, вот это мы будем проводить как раз вот в этом фойе. 2 кабинета, которые слева от стены и сюда, они будут также предоставлены детскому служению по воскресеньям. То есть там будут, у нас получится 3 или 4 кабинета для детей, и дети будут разделены по возрастам. И под лестницей, то, что вот как бы есть такой коридор, да, свободный, там будет гардероб у нас, где мы будем оставлять свои норковые шубы, дорогие пуховики и так далее. И там дальше есть кабинет для человека, который будет здесь, я верю, в свое время находиться все время в церкви, чтобы церковь она была открыта 24 часа, чтобы у нас проходили там ночные молитвенные и так далее. То есть вот повод для любых служений. Есть инициатива какая-то, вы хотите что-то делать, подходите, мы только за. То есть здание, оно не должно простаивать, мы должны его использовать. Аминь. В общем, живем такими надеждами. И можно попросить, да. Вы знаете, что все мы это делаем, и церковь существует только за счет наших пожертвований. То, что ты и я, мы даем, за счет этого мы и живем. Поэтому Господь пусть благословит каждого. Если вы первый раз в церкви, вы не понимаете, что происходит, просто не переживайте. Пусть пройдет мимо вас, как бы, да. Мы верим, что доброохотно дающего любит Бог. Если Господь вас побуждает что-то, вы можете пожертвовать. Также можно сделать это в электронном виде. В нашей группе в официальной есть реквизиты, может быть, их сейчас напомнят, скинут еще раз. И пожертвование можно сделать в электронном виде. Аминь. Ой, я, наверное, рано кафедру поставил, потому что у нас гости, как я уже сказал, да, у нас есть, они не совсем наши гости, но так получилось, что они к нам пришли. И я думаю, они сами расскажут, что, зачем и почему. Вчера у них здесь было собрание, которое, к моему удивлению, закончилось 11:30 ночи, как бы, хотя начали в 7. Но я думаю, они сами расскажут. Давайте мы поприветствуем наших друзей из Кореи. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы команда Тур России. Понятно, да? Да. С нашими друзьями вместе приехали в Россию, потому что мы любим Россию. Да, поэтому я хочу поделиться, как мы можем так полюбить Россию. Так, мы хотим такое свидетельство. Можно PPT? Не покажет. Но у нас есть очень прекрасные рисования. Это из нас рисовал один наш друг. Рисовал. И с Надеждой он рисовал одно рисование. Там есть надежда, и там есть сердце. Как Бог любит Россию. Поэтому хочу показать это рисование. Аллилуйя. Ой. Ой. Видели? Ой, да. Это рисование. Наш друг рисовал, который там сидит. Да. Он не понимает русский язык, поэтому, наверное, он не знает ничего. Да. Мы так, Тур России, да. Можно потом? Это я. Когда мне было так детством, да, детство, да, так милый, да. Когда я был детством, у меня, я так как чуть-чуть грустный человек был.
грузинных человеком. Потому что у меня не было мечты. У меня есть родители, но они всегда работают до вечера. Поэтому я не мог встречаться с родителями часто. Да. Но поэтому просто у меня было очень много времени, чтобы это как думать, да, думать. Поэтому я всегда думал, почему я живу? Для чего я живу? Почему я приехал сюда? Я так всегда думал, но не было ответа. Но хотя я так был маленьким, но я узнал мир. Кто-то есть много денег, он тоже не так выглядит счастливо. И кто-то так мало денег, он тоже выглядит как не счастливо. Поэтому я просто хотел так стандарт. Поэтому просто у меня не было мечты, просто так работаю, как все люди, просто как зарабатываю. Так я думал. И на самом деле я не верующим был. Даже я не верю в Иисуса, потому что моя семья не верующая. Поэтому я так жил. Но я уже сказал, что мои родители не могу так часто встречаться с моими родителями, да. Поэтому для меня друзья это очень важно было. Поэтому все, что мои друзья хотят, тогда я тоже хочу. Я так было. Но однажды мой друг, самый дружный друг был. Но он мне подошел, и он мне это просил курить. Это курение, да? Это что? Это табак? Да? Да, сигарет. Да. Он мне сигарет так просил. Но это мой друг. Поэтому я за здоровье я вообще не хотел. Но он мой друг, поэтому я принимал и я курил. Это было не так хорошо. Поэтому я еще я не буду так сказал. И потом он, который мне дал это сигарета, он пригласил меня на церковь. Что это? Я не знаю, но можно потом. Это в нашей церкви. Ну, это маленький, но когда я пошел на эту церковь, уже поклонение, прославление идет. И там так поклонился, но чуть-чуть другое было. Там ведущий поклонения был один женщина. Один женщина так играя пианино, она ведила это поклонение. Но когда я так шел на эту церковь, и я видел ее, и это как выглядит как ангел. Поэтому я, как прекрасно. Я так полюбила ее, поэтому я начал ходить в церковь. Аллилуйя. Я так начал ходить в церковь, и я так думал, когда-нибудь я буду говорить мое сердце его, ей. Поэтому я так ходил в церковь, и мой пастор
мне подошел, и он сказал, что у нас есть лагерь. Можно потом? У нас такие, как маленькие собрания были. Поэтому я думал, что это лагерь тоже в нас будет. Поэтому это будет так маленькое собрание, тогда это значит, я могу общаться с ней больше, и тогда это значит, я могу дружить с ней. Тогда это значит, может быть что-то, да. Поэтому я с этой надеждой я подошел к моим родителям, и я им сказал, что я хочу пойти. Но даже я сейчас не помню, как я сказал, но все равно я поехал. Но когда я приехал на месте, который идет лагерь, я был в шоке. Потому что, можно потом? Так много человек было. Так толпа была. Поэтому, когда я так дверь открылся, я был в шоке. И потом я сразу так 포기하다가 뭐였지? 스타바샤. Я не могу встретиться с ней. я не могу видеть ей. Поэтому я сдавался, и потом я сидел, и потом я играл на игру. Потому что я даже не знал Иисуса, и я не верил в Иисуса. Но в этом лагере Иисус меня мне подошел, и я встретился с Иисусом. Да. И моя жизнь вообще изменилась. И в этой конференции я слушал о одном школе. Можно потом? Это была школа везения для подростков. Я был в подростков. Подростки, да. Но это поклонение, мне было это чуть-чуть шок, потому что там были только подростки. Я раньше думал, что в церкви, конечно, надо пастор, и поклонение тоже, конечно, надо пастор. Почему нет пастор? Почему нет так возраста? Ой, это что? Я так думал, но они так горячо поклонялись, и они горячо так служили. Хотя они тоже подростков, они всем сердцем служили нас. Поэтому я был в шоке. И я решил, что я обязательно буду на этой школе везения. Я так решил, и я подошел к моим родителям. Я еще раз сказал им, я хочу поступать в школе везения. Но они отказались, потому что они не верили в Иисуса. Даже у них есть Бог в церкви. Поэтому они вообще не начали. Почему? Они сказали, что почему ты даешь деньги к этой церкви? Мы не хотим такие. Поэтому они отказали очень сильно. Поэтому я тоже так, мои родители не хотят, поэтому я не могу, я так думал. Но Иисус еще раз дал мне сердце. Поэтому я победил это страхи, и я мог поступать в этой школе везения. И я не хорошо знал об Иисусе, но через школу везения я узнал об Иисусе, и в сердце моем всегда так радовался. Поэтому я стал так
так проповедовать, евангелизировать. И моим друзьям я сказал, что тебе тоже надо церковь, тебе тоже надо школа движения, потому что это хорошо. У меня не было знаний, но просто у меня есть рад. Поэтому с этой радом я всегда сказал, тебе надо школа движения тебе надо. Я так сказал. Но это мне было чудесно, потому что я уже сказал, что для меня друзья это очень важно, да. Но после школы движения мне это изменилось. Мне мои друзья это было очень важно, но чем мои друзья мне очень важно стал Иисус. Иисус, Он очень важен для меня. Поэтому я просил, не просил, это конечно, но как я просил моих друзей. И я всегда сказал им, на самом деле это для них это очень хорошо. Поэтому я сказал, школа движения вам нужна. Да. Я так сказал, и можно потом. Итак, на улице мы поклонялись, и на улице мы проповедовались. И есть один друг мой, я там BTJ, там есть, это я. И следующий меня есть мой друг. Он по-взрослски со мной вместе служились. И поэтому для меня он как хороший друг. Да. И мы вместе так поклонялись и проповедовались. И я стал что думать. Я начал думать, как я могу жить. Это был очень счастливым. Как я могу жить вечно так? Я так стал думать. Как я могу так вечно жить, так счастливым? Но тогда у меня был один ответ. Это миссионер. Если я стал миссионером, тогда я до конца я могу проповедовать Евангелие и поклоняемся и встретимся с друзьями. Это очень хорошо будет. Поэтому я решил, что я буду быть миссионером. И я слушал через школу движения, я слушал, что у нас есть SM. SM это что? Это студент-миссионер. Когда во время молодежи мы даем один год, и мы поедем на другом народе и служим. Поэтому я решил SM, и потом я в Татарстане. Это моя команда. Это наша команда. Она тоже здесь есть. Здесь тоже есть такие. Да, я люблю нашу команду. Я с ними очень хорошо был в Татарстане. И мы часто так ссорились, но все равно у нас было только одно сердце. Это сердце Бога для Татарстана, для России. Поэтому, хотя мы так ссорились, за сердце Бога мы всегда извини. Так и мы дружились. И сейчас мы не можем так отделить. Мы как еще мы одна команда, мы так чувствуем. И в Татарстане Бог много дали, это сердце Бога для России. И сейчас мы потом
네, 다음이요. 이 сейчас мы так 둘 России сейчас. 일단 полная наша команда. Так много, да? До тура России Бог обещал нам одно обещание. Это пробуждение России. Мы мечтаем, и мы надеемся, и мы приняли что? Это 다음 한번 вы знаете, кто здесь, где здесь? Да, Красная площадь Москвы. На самом деле это был в Корее. Это пробуждение в Корее. Но через это пробуждение такие многие людей встретились с Иисусом и решил поехать на другом народе. И мы сейчас здесь. Бог послал нам здесь, потому что Бог тоже хочет это рисование. Я так верю. Поэтому мы так фотошоп сделали, и потом это в Красной площади. Так мы так фотошоп сделали. Это моя мечта. Хотя в детстве у меня не было мечта, потому что у меня ничего не счастливо было. Но я нашел мечту. Это не моя мечта, это мечта Бога. Бог мечтает пробуждение России и дальше всем народам. Он хочет во всем народам, все народы вернуться к Иисусу. И Он хочет это. Это не моя мечта, это мечта Бога. Это не только моя мечта, и наша мечта. 우리 한국인들 잠깐 올라올게요. Это наша команда. Они тоже с одним сердцем мы мечтали. Мы одним сердцем так мечтали это рисование, и мы приняли что. Поэтому мы хотим петь одну песню. Да. Маранафа, Господь Иисус, мы ждем пришествие Твое. Все зная народы все вместе славят Господа Царя. Маранафа, Маранафа, не медлит Бог, мы ждем пришествие Твое. Обратятся все, станьте хвалой к Тебе перед Твоим пришествием. Царей, мы готовим, чтоб Ты пришел. Мы возьмем свой крест, неся его до края земли пойдем. Когда слава Царства Бога наполнит землю всю, все народы будут призывать Царю. Маранафа, Маранафа, аминь, Иисус, приди, мы ждем Тебя. Маранафа, Маранафа, аминь, Иисус, приди, мы ждем Тебя. За
царей, мы готовим путь, чтоб ты пришел. Мы возьмем свой крест, неся его до края земли пойдем. Когда слава Царства Бога наполнит землю, все народы будут призывать царю. За царей мы готовим путь, чтоб ты пришел. Мы возьмем свой крест, неся его до края земли пойдем. Когда слава Царства Бога наполнит землю, все народы будут призывать царю. Маранафа, Маранафа. Аминь, Иисус, приди, мы ждем Тебя. Маранафа, Маранафа. Аминь, Иисус, приди, мы ждем Тебя. Маранафа, Маранафа, Маранафа. Аминь, Иисус, приди, мы ждем Тебя. Маранафа, Маранафа. Аминь, Иисус, приди, мы ждем Тебя. Аминь, Иисус. Аминь, Иисус, приди, мы ждем Тебя. Аминь, Иисус. Аминь, Иисус, приди, мы ждем Тебя. Аминь, Иисус. Аминь, Иисус, приди, мы ждем Тебя. Аминь, приди, Господь, скорей. Маранафа, аминь, приди, Господь, скорей. Аминь. Слава Богу. Давайте еще раз аплодисменты дадим. Я не знаю, может быть, было не очень понятно, но очень искренне, да? И пели очень хорошо. То есть Господь благословит, когда-то и говорить по-русски будете так же, как поете. Провозглашаю просто вам. Аминь. Здорово. И пара вещей еще буквально. У нас продолжаются отпуска, люди приезжают, уезжают. И у нас отпуска чуть-чуть длиннее, чем в Корее. У вас сколько отпуск? Отпуск, it's like vacation. 4 дня, да? Вот 4 дня в году это не шутка. Я просто хотел, чтобы вы от них услышали. 4 дня в году отпуск, и они берут, как правило, чтобы попало еще суббота-воскресенье, чтобы 6 дней отгулять. Или если на праздник попало и так далее. Ну, у нас в Якутске чуть подольше отпуски, да, как правило. У нас кто на государство, если работает, или у нас 58 дней бывает отпуск. А так 30 дней, ну, в среднем, чуть-чуть побольше, чем у вас. Поэтому 64, вот, ну, это работники дошкольного образования. Это всякие привилегированные люди, да, у нас есть. Поэтому у нас, когда люди уходят в отпуск, они могут уехать на полгода. Если за 2 года взяли отпуск, то все лето не видишь, несколько месяцев. Я к чему это? У нас постоянно все уезжают, приезжают. Если кому-то предстоит дорога в ближайшее время, вы куда-то едете, давайте мы за вас помолимся. Можно выйти сюда, мы вас благословим. Тань, еще кто-то, если есть, не обязательно в отпуск, вы едете куда-то. Вы куда-нибудь едете или вы здесь остаетесь? Выходите, мы за вас тоже помолимся за дорогу, хорошо? Да, 3 дня пойдет. Даже день пойдет. Мы просто благословим людей в дорогу, хорошо? Здорово, у нас так это обычно выходит, чуть ли не полцеркви, все куда-нибудь едут. Аллилуйя. Господь, благодарим Тебя за каждого, и мы просим Тебя, Господь, благослови дорогу всех, кто едет куда-либо. Просим Тебя, чтобы Твоя рука была над ними, Господь. Усмотри
все ситуации, всю технику, Господь. Кто-то с самолетами и автомобилями едет, Господь, пусть все работает как положено, как часы. Пусть обойдется без аварий, мы просто провозглашаем это. Каждый кто бы ни ехал, Господь, пусть достигнет своей цели, конечной точки назначения, благослови их. И пусть достигнут, приедут, кто к нам обратно вернется, живой, невредимый, в целости и сохранности. Все остальные, Господь, также пусть доберутся и будут целые и невредимые. Пусть Твоя воля и Твоя рука, она будет над ними. Аминь. Аминь. Все, можно проходить к себе по местам. И также последняя молитва, которая можно не вставать. У нас есть гости с Сунтар. Я вот вижу, да, у нас. Ну, Олег, вы же тоже с Сунтар. Кто у нас там сунтарские? Помашите рукой. Давайте мы за них помолимся. Просто я знаю, вот у нас брат, он приехал на обследование в больницу. И просто чтобы благословение было. Ну, можно выйти, да, сюда. Давайте мы помолимся за него. Я так понимаю, анализы уже сдавали, да? Еще сдаете? Просто чтобы было... А можно здесь? Давайте я спущусь. Ну, у меня почек, будет скоро операция будет. Поэтому сейчас все анализы сдаю. Скоро, наверное, операция будет на почек. Давайте мы благословим, просто за божественное здоровье помолимся и за устройство. За все хорошо. Михаил Гаврилович, я так понимаю, вы хорошо выглядите. Давайте мы помолимся, хорошо? Отец Небесный, Господи, мы благодарим Тебя за брата Михаила, что он приехал сюда, Господь, и он проходит обследование. Господь, мы просим Тебя, благослови его пребывание здесь, как мы его сейчас благословляем. Господи, мы просим Тебя, по возможности, если это возможно, Господь, пусть все обойдется без операции. Прямо сейчас мы провозглашаем божественное здоровье в него, Господь. Благослови его. Провозглашаем здоровье в его тело во имя Иисуса Христа. Господи, мы также верим, что врачи это от Бога. Господи. И мы просим Тебя за всех врачей, кто ведет обследование, кто берет анализы, Господь. Мы просим Тебя, благослови их, и чтобы все пошло ему на пользу, Господь. Пусть они не навредят, Господь, но мы верим, что исцеление также может быть через врачей. Господи, благослови его пребывание. Пусть он уедет из Якутска живой и здоровый, Господь, в целости и сохранности, Господь. Благослови его пребывание, все походы по врачам, по больницам. Пусть будет по возможности без очередей, безо всяких, и пусть чудесным образом все будет устроено. И благословляем просто его здоровье. Весь Божий народ сказал. Аминь. Все, просто будьте здоровы. Аллилуйя. Уже можно заканчивать, наверное, да? Мы обычно не затягиваем, особенно в жаркие дни, потому что у нас в здании тепло становится, да? Поэтому давайте я не буду долго тянуть, и мы перейдем к слову, да? Может, ничего не забыли больше? Вроде бы все хорошо, да? Вы знаете, сегодня я бы хотел поговорить о молитве. И немножко с другого ракурса, потому что, о молитве говорят часто, говорят многие, и сколько проповедей про это. Но, знаете, такие ситуации меня подтолкнули. Я даже не буду про это говорить, но давайте мы сначала место Писания прочитаем, к которому мы будем обращаться. Это Евангелие от Луки, 22 глава, и с 39 по 46 стих. Здесь говорится про Иисуса, да? «И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря: Отче, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали, и сказал им: что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть
в искушение. И я как-то приводил такой пример, знаете, откуда-то звук идет, кто-то мультики смотрит. Это книжка. Какая чудесная книжка со звуком. История, как молодежное собрание вечером после основного служения в церкви. И люди молятся, подростки, молодежь. И один постоянно стоит и говорит: Токио, Токио, Токио. И как бы очень сильно, очень такой вкладывается, прямо видно, что закончили молиться, и потом лидер молодежного служения спрашивает: слушай, так молился? Говорит, сильно сегодня было видно. И я, говорит, только не понял, говорит, через раз там услышал слово Токио, Токио у тебя. Что происходит-то? Он говорит, ты знаешь, говорит, я, говорит, экзамен сдавал по географии сегодня. И молился о том, чтобы столицей Франции стало Токио. Как вы думаете, Бог ответит на его молитву? Скорее всего, да, ничего нельзя исключать. Но если у Бога действительно нет какой-то веской причины для этого или что-то, скорее всего, Токио останется столицей Японии, Париж останется столицей Франции. И к чему я это говорю? Я вот сейчас как бы очень аккуратно хочу, чтобы меня камнями не закидали к концу собрания. То там фундамент туда в пол цементом сверху не засыпали и не закатали. Я верю в молитву. Я верю, что Бог, Он любящий Отец, и Он желает нас благословлять, и Он отвечает на молитвы. Да и аминь. Сейчас я хочу это провозгласить, чтобы все четко слышали. Я не против молитвы. Я за молитву. Молиться нужно, и Бог, Он отвечает, и Бог, Он благословляет. Аминь. И Он изменяет ситуации, и я сам тому живое свидетельство. Я получал исцеление через молитву, я получал изменение обстоятельств, и я был свидетелем, может быть, даже не в моей жизни, но в жизни людей, которые меня окружали, как они были на грани смерти, и вопреки всем прогнозам, да, по молитве они в прямом смысле воскрешали. Бог, Он их поднимал, и сила молитвы, она велика. Но я также знаю, что бывают такие ситуации, бывали в моей жизни ситуации, когда молитва, она не приносила изменений по ситуации, которые окружали. И что я хочу сказать еще раз внимательно, то есть, чтобы никто не передергивал. Я хочу сказать, что, знаете, вот, что меня сподвигло к этому вообще, вот, к сегодняшней теме. Особенно в евангельских церквях, в протестантских церквях, часто у людей начинает, знаете, появляться такое отношение к молитве, что или даже не к молитве, а к Богу, что вот Он создан для того, чтобы воплощать мои желания, благословлять меня, изменять ситуации вокруг меня. Он любящий Отец, да и аминь, Он это делает. Но, что я хочу сказать, Он суверенный Бог, который создал небо и землю, и у Него есть Его воля. И Он не должен угождать всем нашим прихотям. А когда человек, он получает, и он еще получает, знаете, когда ты все получаешь, и тебе легко дается, очень легко впасть в такое состояние, когда, знаете, как вот бывает, кто видел избалованных детей у родителей? Когда, знаете, любые капризы, и родители, они же любящие, они все дают, и бывает такое. И желания родителей, они хорошие, они благие. Ну как я откажу своему ребенку, да? И вот я там прошел. По разным причинам это бывает. Часто бывает, что родители, они когда... Вот у меня чего-то не было, у моего ребенка будет все. Знаете, печально потом смотреть, потому что, как правило, результат, он не очень хороший. Потому что дети, они просто вырастают... Не могу подобрать политкорректное слово, которое могу сказать отсюда. Не очень хорошими людьми, так скажем, да, капризные, взбалмошные, и ничего хорошего в этом нет.
И часто бывает, что мы как бы забываем, да, и мы начинаем молиться и пытаемся прогнуть Бога под нашу волю. Хотя, может быть, у него есть своя воля. И я сейчас поясню, да, что я вообще имею в виду и о чем я хотел бы говорить. Когда я размышлял, да, вообще обо всем этом, и вот это место Писания, которое мы прочитали, когда Иисус, Он пришел, да, и Он молился, и, знаете, я начал задаваться вот такими вопросами. Что происходит, когда Бог, Он отвечает на мои молитвы, но не таким образом, каким я ожидаю от Него? Такое бывает же, да? Что происходит, когда Бог говорит нет? Следующий вопрос, да? И какая польза мне, зачем мне вообще молиться молитвами, если я почти убежден, что ситуация, например, она не изменится? Ну или изменится, но может быть не так, как бы вообще имеет ли смысл молиться? И знаете, вот это место Писания, Луки 22 глава, которое мы читали, и Иисус, Он молится, и Он говорит: Отец, если можно, вот эта чаша, она пусть мимо меня пройдет, если ты соблаговолишь. Что это за чаша? Что Он имеет в виду? И я, в принципе, всегда в принципе, понятно, да, о чем Он говорит, но когда я готовился, знаете, я смотрел разные проповеди на эту тему, и у одного проповедника я нашел места Писания, которые, я думаю, он разобрался гораздо лучше, чем я, и вот я как бы взял, да. Знаете, вот Исайя, то есть в Ветхом Завете, это на самом деле вот не такая новая идея, о чем здесь говорит Иисус, и вот Исайя за много столетий до пришествия Иисуса писал следующее. 51 глава, 17 стих. Пророк говорит следующее. «Воспряни, воспряни, восстань, Иерусалим, ты, который из руки Господа выпил чашу ярости Его, выпил до дна чашу опьянения осушил». Пророк Иеремия, 25 глава, 15 стих, говорит приблизительно то же самое. Он там заявляет. Иеремия 25:15. «Ибо так сказал мне Господь, Бог Израилев, возьми из руки моей чашу сию с вином ярости и напой из нее все народы, к которым я посылаю тебя». Иисус вот здесь, Он говорит, чтобы, если можно, вот эта чаша ярости Божией, гнева Божьего, чтобы она прошла мимо Него, если это возможно. Вот причина, по которой Иисус, Он пришел на землю. Причина, по которой Он принял, Он Бог, да? Он принял человеческое обличие. Причина, по которой Он ходил 3 года, выполняя свое служение здесь, в теле человеческом, да? Когда Он служил, исцелял толпы людей. 3 года, да, длилось. Вот причина всего этого, она крылась вот в этом вот моменте, в котором вот Он находится, того места Писания, когда мы читаем. Вот Он в Гефсиманском саду, Он молится, и мы знаем, что дальше начнется все то, ради чего Он пришел вообще на землю. То, ради чего все вообще задумывалось и затевалось. Вот Он перед этим находится, да? В чем суть-то? Он пришел для того, чтобы стать нашей заменой, да? Чтобы подменить нас. Он пришел для того, чтобы заплатить за нас цену, за наш грех. Он пришел испить ту чашу ярости Божией, того гнева Божьего, которая предназначалась для нас. Мы должны были, все люди, испить вот эту чашу гнева Божьего, ярости Божией. Но Он был рожден именно для этого, для того, чтобы стать заменой за нас, да? Именно поэтому Он пришел. И именно поэтому Он умер на кресте и пролил свою кровь там, да? Но буквально за несколько часов, когда все начнется, когда уже не будет шага назад, когда Он знает, что придут стражники вот в этот Гефсиманский сад, они схватят Его,
он молится и говорит: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня». В Евангелии от Матфея также описывается эта ситуация и эта молитва, когда Иисус, он молится в Гефсиманском саду. Но Матфей, он также описывает еще более детально эту ситуацию. И он говорит, что Иисус, он молился не просто один раз, но он 3 раза молился этой молитвой, приблизительно то же самое повторяя, что: «Отец, если будет на то твоя воля, пронеси эту чашу мимо меня, убери, пусть меня это обойдет». Возникает вопрос: как вы считаете, когда Иисус, он молился такой молитвой, он говорил Отцу: «Отец, если возможно, если будет твоя воля, пронеси эту чашу мимо меня, чтобы вот это все, весь этот ужас, он меня не коснулся». Как вы считаете, он рассчитывал на то, что Бог Отец, он исполнит его молитву вот это? А вообще он разве избавил его? У нас разные мнения разделились. Знаете, я думаю, что Иисус, он понимал, что другого способа нет. Он знал, ради чего он пришел. В этом был вообще весь смысл его появления здесь на земле, его служения, для того, чтобы он умер на кресте и пролил кровь за всех. Я думаю, что он понимал, что Отец ему откажет. Он не избавит его, потому что если бы он его избавил, мы бы с тобой сейчас здесь не сидели. Весь мир бы катился в ад. Если Иисус знал, если он подозревал, что Отец, он не выполнит его просьбу, если он знал, что Бог, он скажет нет, если он знал, что его молитва, она не изменит его судьбу, то, ради чего он пришел, что ему предстояло исполнить и сделать, зачем он молился тогда? Есть в этом, наверное, доля правды, что Иисус, он был одновременно и Богом, и человеком, да, и всем людям, да, нам присущи и страхи. Но я сейчас разверну, наверное, более подробно. Знаете, я думаю, что в том числе потому, что молитва, она не всегда направлена, и она не для того предназначена, чтобы только восполнять наши какие-то желания и хотелки и менять обстоятельства вокруг нас в угоду нам. Молитва, она не только для этого. Это, собственно, наверное, основная тема, мысль, которая побудила меня вообще к этому вопросу. Потому что часто мы обращаемся, знаете, что как автомат какой-то, как заклинание волшебное, не знаю, как абракадабра, трах-тебе-дух, пум. Там, сказал что-то, правильные слова в нужное время, все будет хорошо. Но молитва, она не только в этом. Знаете, иногда молитва, она заключается в том, чтобы пережить Бога, чтобы стать к Нему ближе, войти в Его присутствие, чтобы пережить Его силу, чтобы пережить Его мир, чтобы пережить Его волю, для своей жизни, не мою волю. Но, как я уже сказал, бывает, что люди, они впадают в такое, что что-то надо, Бог, он исполняет, еще раз. Я не отменяю всего этого. Как любящие родители, вы знаете, когда дети, они вас просят, и ты любящий родитель, ты не жестокий, но ты делаешь что-то для того, чтобы, как ребенку не сделать, да? Да и аминь. Но бывают такие моменты. Вы знаете, я как-то читал интервью, это христианское издание, христианский журнал на Западе. Они брали интервью у спортсмена,
неважно какой вид спорта, для нас это не это, но они выиграли чемпионат страны. И там был такой удачный бросок, и просто все, знаете, как у Марадонны, я не знаю, у нас футболисты, если есть, Саша бы Пшенников сейчас рукой бы замахал. Когда-то он забил в чемпионате мира в финале гол рукой. Тогда не было видеоповторов, то есть судья засчитал гол, Бразилия выиграла, они стали чемпионами. И потом позже Марадона говорил, что это была рука Бога, которая, ну не в смысле его рука, а в смысле Бог сам как бы подправил, мячик залетел. И это был великий игрок. Но здесь суть в том, что также чемпионат, игрок сделал бросок и на последних секундах чудом попал, команда выиграла, и у него берут интервью, и он говорит, что мне нужно было просто бросить, и там уже сам Господь вмешался, и там все подправил, и все сделал. И, ну, интересная мысль такая была, и журналист, он начал задавать ему дальше вопросы. Этот спортсмен, он незадолго до этого, он попал в ужасную автомобильную аварию. И машина, она несколько раз перевернулась в воздухе, но он остался жив и невредим. И он его спрашивал, слушай, говорит, а вот когда у тебя вот была авария, и, ну, Бог, он вмешался вот вообще во всю ситуацию? Он говорит, да, конечно. Я когда только полетел и начал вращаться, я выкрикнул, Иисус! И все было нормально. И журналист дальше как бы начал задавать ему вопросы и говорит, ну там вот еще, знаете, кучу примеров приводить. Ну, в тот же год были там вот в том числе спортсмены, которые были известны своей, не то что религиозной, они были верующие. Они это открыто говорили, что мы верим в Иисуса Христа, играли на топовом уровне. И также этот вот спортсмен, он погиб в автомобильной катастрофе. И он говорит, а ты как считаешь? Ну вот как бы брат во Христе там как бы помер, погиб в автомобильной аварии. Если бы он сказал, у него бы все было хорошо, он говорит, конечно, не успел просто. Ну, то есть там просто было лобовое столкновение, и шансов никаких ничего сказать уже не было. И он погиб. Но он говорит, слушай, а вот, я не знаю, вы слышали, периодически происходят такие события, знаете, вот как, помните, в Австралии город называется, интересное название, Christchurch, это Церковь Христа. Это прям название города. Это Новая Зеландия, извиняюсь, по-моему, да, или... В общем, это тот далекий Новый Свет, когда расстреляли церковь целиком. То есть пришел какой-то фанатик с автоматическим оружием и высадил всю обойму, и куча людей погибла. Такие, либо еще какой-то где-то вот пример происходил, когда, ну, знаете, это просто произвело такой резонанс, потому что, ну, страна, она принадлежит к золотому миллиарду. То есть это не просто там какие-то непонятные люди в Африке, которым по большому счету многим дела нет, да. Ну или я хочу сказать, что не так это освещается, вы понимаете, но в Африке такое происходит сплошь и рядом. Я не знаю, воинствующие кланы, если кто-то не смотрел, знаете, я помню, вот Семен мне рекомендовал фильм, говорит, проповедник с пулеметом. То есть название такое, я думал, что там это фильм, который вышибает слезу даже у мужчин. И он действительно, ну, я не знаю, если кто не смотрел, посмотрите. В том числе там вот это вот затрагивается. Люди верующие, которые вот были, и они погибли там от рук просто таких вот людей. Он говорит, а ты как считаешь? То есть могли ли они избежать этого? И, в общем, такими вот вопросами вот корреспондент, он выводил этого спортсмена на то, чтобы показать, что на самом деле что-то не так с его теологией. Это очень и очень поверхностный взгляд на молитву, который вот заключается в том, что это как волшебство, как заклинание какое-то. Вот я произнес какие-то слова, и все будет хорошо. И они так еще сравнили, говорят, ну, многие атлеты, они как христиане во младенчестве, которые только, ну, в духовном плане, в смысле, верят, что молитва это как такой огроменный вселенский супермаркет, где можно просто прийти, и все хорошие вещи, благие в жизни, они там доступны на полках. Нужно просто прийти и провозгласить что-то, что это мое. И, знаете, я
согласен с этим, что это очень поверхностный взгляд на самом деле. Потому что Бог, Он суверенный. Означает, что Он создал всю эту землю, у Него есть своя воля. И мы, да, Он любящий Отец, и мы можем, знаете, вот ты как приходишь к любящему Отцу, не знаю, у кого как, не всем повезло в жизни с любящими отцами, у кого-то вообще не было, у кого-то был жестокий. Но если Отец, Он любящий, ты приходишь, ты можешь забраться на колени, пока ты маленький, либо так прийти. Как правило, Он тебе не откажет. Если только Он не видит, что есть злоупотребление, может быть, тебе на пользу не пойдет. Или, знаете, у Него есть свои планы в том числе. У Него есть свои планы, своя воля, свое желание. Вы знаете, я приводил вот такой пример про нашу дочь, которая училась тогда в Китае. Кто помнит это, если... И мы сразу договорились, мы приблизительно посчитали, сколько будет стоить проживание. Да? И мы говорили, что у тебя будет такой бюджет. Потому что хотелки, они всегда могут быть велики, да? Ну, хочешь, зарабатывай больше там или еще что-то. И, конечно, можно было отправлять больше, чтобы было всего достаточно. Но мы договорились, вот, например, вот он бюджет, хорошо. Бывало такое, да, вот там что-то это, ну, мы куда-то там поездку наметили, вот там еще что-то там потратились. Но приблизительно мы старались держать все в рамках бюджета. Жестоко это или как, или вообще, или вот, ну... Можно было бы, знаете, просто были такие примеры также, знаете, вот у одного пастора из Приморья или из Хабаровского края, сын уехал учиться в Китай, и они его благословляли обильно, отправляли ему деньги. Через 3 года выяснилось, что он даже не учился нигде. Он просто тусил по клубам, вел классную жизнь, потому что Китай тогда был не очень дорогой. И родители были просто в шоке. Они ему как бы постоянно засылали деньги туда. Но есть другой, да, как бы, насколько это там, я не знаю, но можно... вот просто моя логика какая. Через это ты ребенка научишь планировать свой бюджет, обращаться с деньгами. И мне не жалко, там, например, если есть возможность что-то отправить. Но договор-то был договор, ну планируй как-то. Но если ты пошла и потусила, ну... поешь немножко там, чуть больше риса, который стоит копейки, ну, запланируй как-то. Вы понимаете, да? Это полезный навык, который потом останется на всю жизнь. Вы согласны? Я просто вам, ну, я не знаю, насколько это... И то же самое, знаете, как пример, как вот мы говорили про маленьких детей совсем. И вот они такие маленькие. Почему вот дедушки, бабушки обычно там балуют, да? И все такие вот они умиляются, и там... Можно им там все и давать, и давать. Но дедушки-то, бабушки, они же уже пожили, им как бы хочется их. Но здравые родители, они не выполняют любую прихоть маленького ребенка. Потому что если ты во всем ему будешь потакать, конца и края этому не будет. Ты просто испортишь человека, который вырастет не очень хорошим человеком. И в чем же тогда любовь? Вы понимаете? Хорошо ли это? Пойдет ли это во благо? Если ты будешь вот там топнул ножкой, упал на землю, ногами задрыгал, и собрались няньки вокруг. И ой, тю-тю-тю-тю, и то, и на тебе это, и то надо. Кто из него вырастет потом? И что с ним в жизни будет, когда он встретится с суровой реальностью, и люди вокруг, они не будут ему потакать уже. Разобьет его просто все это. Итак, зачем же молиться? Если я не могу получить то, чего я хочу, когда я молюсь, ну, мы можем получить, да, но бывают такие ситуации. Если я молюсь, и я понимаю, что, ну, от каких-то опасностей я не избегу, или не избегу там боли, или печали какой-то, зачем молиться? Вот самый легкий ответ на этот вопрос, первый, который приходит на ум, что все-таки молитва, она работает, обстоятельства, они меняются. И мы получаем ответы. И уже даже ради этого стоит молиться. Потому что я видел исцеление и восполнение всевозможных, казалось бы, безнадежных вообще
каких-то обстоятельств. Но я также видел, что молитва, она на самом деле, я просто вот оглядываюсь на свою жизнь, я могу сказать, что молитва, она служит другой цели. Знаете, та цель, тот результат, который ты получишь, который будет стоять перед лицом, может быть, не изменившихся обстоятельств, но не прогнется. И вот эта вот цель, она лучше всего, знаете, это не... Я где-то это у кого-то слышал когда-то, читал такую, что один человек, он сказал, что иногда Бог, Он укрощает море вокруг меня, а иногда Он укрощает бурю внутри меня. Иногда Бог, Он успокаивает все, что бушует вне тебя, но часто нам требуется, чтобы Бог, Он все вот эти вот переживания, штормы, все, что у тебя внутри творится, Он успокоил это там. И я думаю, что в ту ночь в саду Иисусу нужно было вот это вот успокоение. Еще раз, да, вот 41 стих, который мы читали. «И сам он отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился». В современном переводе тот же самый стих. «Сам он отошел от них на расстояние брошенного камня, стал на колени и молился». Что вержение камня это, в общем, метров на 30 отошел, в общем, приблизительно, да, насколько камень можно кинуть. Стал на свои колени и молился. Ему нужно было поговорить со своим отцом. Очевидно, что его просто одолевали всевозможные страсти, да, вот то, что он понимал, что ему предстоит. И поэтому он говорил, как 44 стих, «И, находясь в борении, прилежней молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». Еще раз, тот же самый стих в современном переводе. «В муках Иисус стал молиться еще горячее, и сделался пот его, как капли крови, стекавшие на землю». Знаете, я у одного проповедника такую мысль увидел. Он сказал, что когда у Иисуса пот превратился в кровь, то есть представляете, насколько вообще, вот, я не знаю, переживания, слезы, я не знаю, там сосуды лопались, как это вообще было. Но интересная мысль, что это не было у Пилата, когда его судили. Это не было по дороге на Голгофу, когда он тащил крест, и в него плевали и издевались над ним. Но это произошло в Гефсиманском саду. До всех этих событий. Перед этим. Евреям 5 глава, 7 стих. Написано: «Он во дни плоти своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущими спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». То же самое место в современном переводе прочитаю. Я вообще вас ободряю иногда. Сейчас у нас, в основном, я не знаю, Библии электронные, скорее всего, все читают. Либо вот сайт, который я вам рекомендовал, если есть доступ в интернет, он практически всегда есть на всех телефонах, да, bible.by на русском языке. То есть любой стих можно, ты кликнул и прочитать вообще там сразу там все возможные переводы, которые есть, существуют на русском языке, они тебе доступны, если тебе что-то непонятно. Современный перевод, да, новый русский перевод называется вот. Евреям 5 глава 7 стих. «Во время своей земной жизни Иисус громко с воплем и со слезами молился тому, кто мог бы избавить его от смерти. И он был услышан за свою почтительность». Знаете, если бы кто-то вот увидел, там присутствовал, вот представьте, что ты присутствуешь в Гефсиманском саду, когда Иисус, Он молится. Вы помните, что Он взял с собой 3 учеников? Это Петр, Иаков и Иоанн, да? Остальные вообще там остались. Этих Он 3 привел и говорит: молитесь. Сам отошел от них метров на 20, на 30. Приходит, они спят. И он им говорит: молитесь. Опять уходит, то же самое, они постоянно засыпают. И кто-то может сказать: слушай, а че он как бы такой весь разбитый?
Еще ничего не произошло, а он так переживает. Что же с ним будет, когда действительно придут испытания? Что будет происходить? Посмотрите на его учеников, спокойные, спят. Не переживают ничего. Вот где вера, вот где там уверенность, да? Но вы знаете, что когда пришли испытания, то Иисус, Он взял и прошел все до конца. Все, что Ему предназначено. А Его ученики, которые спали это, они сразу же разбежались. Петр еще и отрекся 3 раза. Почему такая разница? Что же произошло? Это время, проведенное в молитве. Вот Иисус молился, Он переживал, и Он еще молился, и Он усиленно молился, так что аж кровь текла, капли пота. А они спали. Но вот это время, проведенное в молитве, оно дало Иисусу потом Его силу, оно дало Ему потом храбрость, когда она потребовалась. Оно дало Ему силу встретить вот эту боль, унижение, вообще все, что происходило. Я думаю, что нам нужно научиться в том числе и такой молитве. Потому что Иисус для нас, пример для подражания во всем. И это та молитва, которая может дать нам способность встречаться с трудностями в жизни, какие бы они ни были. Вы согласны? Потому что, нет таких людей на земле, кто бы не столкнулся с трудностями. Жизнь, она по-разному оборачивается и сломить может любого. Но знаете, я выделил 2 элемента, 2 составные части вот этой молитвы у Иисуса, которая может помочь нам иметь силу и смелость, которая требуется и необходима нам в сложных обстоятельствах нашей жизни. И первое, на что я обратил внимание, то, что есть, что требуется, это честность Иисуса. Когда Он молился, Он был абсолютно честен. Вы знаете, вот то, что для Бога ценно, это наша искренность, наша честность. Ему не нужны вот эти заученные фразы. Напускная какая-то там уверенность или еще что-то, какой-то лоск. Все, что ты там у кого-то слышал, и ты кому-то подражаешь. Ты его этим не впечатлишь. То, что ему нужно, это услышать тебя, твое сердце, твои мысли, твой голос. И он здесь ему говорит: Отец, если только соблаговолишь, да пусть эта чаша мимо меня пройдет. Он абсолютно честен, он не боится, что там Бог подумает, Отец подумает, что страшно ему стало или еще что-то. Вот ты маловер. Он знал, что произойдет, через что ему предстоит пройти. И он 3 раза молился и говорил, что суть-то в чем этого, что я вообще не уверен, смогу ли я пройти через все это, готов ли я. Если можно, пусть это пройдет мимо меня. Бывает, что люди, они думают, что они каким-то образом там обидят Бога, заденут Его, если они будут честны с Ним. Если они Ему расскажут свои страхи, свои разочарования. Они могут быть мыслят, что и так жизнь повернулась все против меня. Сейчас еще такой молитвой, я еще и Бога против себя настрою, и все тогда. Я как-то читал про одного проповедника. Только что раскрыл, я хотел по-другому фразу построить. В конце нужно было сказать, что он проповедник.
Но я уже раскрыл весь секрет с самого начала, уже не так интересно будет. Но суть в том, что был мужчина, ему сделали операцию на удаление, у него язва была на горле. Там вырезали, что-то делали и задели голосовые связки. И с этого момента, даже если он там просто пытался чего-то там шептал, несколько это причиняло ему страшную боль, и потом голос вообще пропадал. И то есть все было бы ничего, ну то есть и для любого человека это проблемно, а это был проповедник, который, ну, представьте, как он может проповедовать, когда он говорить не может. И интересная вещь, которую он написал позже, да, то есть он продолжал, он писал проповеди, он служил, и он говорил, что его вот мысли, что многие христиане, они не спрашивают зачем, или они не спрашивают почему. Он говорит, я к ним не принадлежу. Когда это произошло со мной, я просто вопиял к Богу. Почему? Почему? И вот очень странно, но он нашел себе вот утешение в том, что он задавал Богу такие вопросы. Он был честен, да? Он понимал, что он не может вот справиться с этой проблемой, если он просто будет ее игнорировать. Знаете, да? Зажмурюсь, и это никуда не уйдет. Психологи, они часто понимают, или не часто понимают, они понимают, они пытаются донести для своих пациентов, особенно когда проблемы у людей какие-то бывают, ментального плана, душевного плана, что прежде всего ты должен быть честен с самим собой. Ты должен быть честен с Богом. Потому что если ты начинаешь, часто люди, они пытаются обмануть Бога и обманывают сами себя. И тогда это тупиковый конец. Ну, в смысле, нет выхода из этого. Но нужно быть честным. Однажды один проповедник, у которого, знаете, так накопилось, как вот сейчас модное такое слово есть, выгорание. Вот он служил, он тянул все. И там делал. Но настал такой момент, когда он просто уже выехал в чистое поле, подальше, где вообще никого не было. Вышел и просто как заорал: Боже! Бог! Знаете, как вот в таком вот: я уже не могу. Но вы знаете, честность, она важна вот, в молитве. Но честность сама по себе, если она просто одна, она может иметь, знаете, такой обратный эффект. Как бы обратная сторона. Почему? Потому что если ты оставишь честность саму по себе, это, знаете, может вылиться в такое просто выливание всей горечи и гнева, которое у тебя накопилось. Потому что часто люди, когда они вот что-то пережили такое, да, нужно быть честным. Но опасность в том, что можно свалиться в эту канаву. И поэтому нам нужна вторая часть, вот составная молитвы Иисуса, чтобы она была успешной. Еще раз давайте прочитаем 42 стих, Евангелие Луки, 22 глава. Говоря: Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня. Здесь Иисус, Он честен, да? Я не представляю, как я все это вынесу. Господи, вообще сделай. Если возможно, пусть пройдет мимо меня. И дальше. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Знаете, когда вот этот проповедник, у которого было повреждены связки, когда он задавал Богу вопрос, почему это со мной произошло? Но этот вопрос, он был, знаете, как заявление веры, а не выражение каких-то сомнений. Что я имею в виду? Он понимал, что Бог все держит под контролем. На все есть Его воля.
У него есть какая-то цель для меня. Что да, что-то произошло, но знаете, как вот Иисус, Он молился своему Отцу. Он молился, чтобы у него была сила, но эта сила, она была основана на воле Божией. Он говорит, не моя воля, но твоя да будет. Понимаете, да? Я понятно говорю вообще? Молитва, которая может преобразить нашу слабость пред Богом в нашу силу. Это такая молитва, которая сосредоточена не на том, чтобы Бога вовлечь в наши обстоятельства и прогнуть Его под нас. Но та молитва, которая нас притягивает к Богу. Был такой проповедник Билли Грэм. Сейчас его сын уже, ему 70, по-моему, служит, да. В Россию, кстати, приезжал, встречал, ну, то есть известная личность, да. И однажды он написал такие слова, такое замечание. Он говорит, я однажды наблюдал в порту, в морском порту, как швартовалось океанский лайнер, океанское судно. Он говорит, что вот судно, оно подошло к пирсу, бросили канаты на берег, да. Здесь люди приняли их, завязали их вокруг кнехт этих, ну, приспособления, куда швартуются. И потом на корабле заработали большие моторы, которые начали наматывать на себя канаты. И он говорит, удивительная вещь. Вот этот здоровенный океанский лайнер, он не притянул пирс к себе. Но он тянул канаты и сам подтянулся к пирсу, к этому берегу. И вот он сравнивает и говорит, что молитва к Богу, это вот эти вот канаты, которые мы забрасываем, но мы не притягиваем Бога к себе. Но таким образом мы подтягиваемся сами в Его присутствие, в Его волю. Интересное очень наблюдение. Не мы Его тянем в нашу волю, но мы подтягиваемся к Нему. Не моя воля, впрочем, да, он говорит, если можно, пусть это вот пройдет. Но, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Мы должны понимать, что вот молитва Иисуса в Гефсиманском саду, это не была молитва такой вот безнадеги. Это не была молитва поражения и отчаяния. Но это была молитва, что я принимаю волю Отца, какой бы она ни была. И когда ты входишь, ты сдаешься под крепкую руку, под волю Отца. Тогда приходит сила для того, чтобы преодолеть обстоятельства. Когда Иисус, Он молился, Отец, Он не оставил Его просто так, да? Написано, 22 глава, 43 стих. «Явился же Ему ангел с небес и укреплял Его». Бог послал ангела для того, чтобы Он укреплял Его. И вот это та сверхъестественная сила от Бога, которую я бы хотел иметь в своей жизни. Чтобы приходил и укреплял меня. Но нам нужно научиться молиться таким образом, как Иисус, Он молился. И я уже заканчиваю. У нас как-то сегодня слегка затянулось. Я хотел спросить, кто знает, ну, все вы знаете, вы слышали 22-й псалом, даже если сейчас не помните, я быстро прочитаю, там всего 6 строк. Псалом Давида. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена.
Так благость и милость да сопровождает меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. И чудесный псалом, все вы его знаете. Я его прочитал, чтобы освежить память, и хочу закончить одной историей. Реальная история на детском служении. Также группы разделены по возрастам, и самые маленькие малыши сидят, и преподаватель воскресной школы спрашивает: дети, кто знает наизусть 22-й псалом? И самая маленькая девочка, 4 года, она тянет руку, и учительница, понятно, у нее сомнение, что ребенок может там 6 стихов, но все равно в 4 года заполнить. Он говорит: хорошо, давай мы тебя послушаем. Она так помялась, постояла, посомневалась и потом говорит: Господь, пастырь мой, это все, чего я хочу. Аминь. Давайте мы поднимемся, помолимся, и мы еще прославим Господа. Прославленцев можно уже? Аллилуйя. Господь, Господи, благослови то слово, которое было сегодня. Я прошу Тебя, Господь, если я что-то привнес человеческое или что-то было неправильно понято, пусть упадет, не принесет никакого плода. Господь, но каждое слово, которое было от Тебя, пусть оно не вернется тщетным, пусть принесет плод, пусть изменит жизни людей. Господи, дай нам всегда помнить, что Ты не какой-то автомат, куда мы можем бросить нашу копеечку, нашу молитву и получить что-то от Тебя. Но Ты великий Бог, у которого есть своя воля, и дай нам быть в Твоей воле, Господи. И весь Божий народ сказал: аминь. Давайте мы Господа еще прославим. Да? Давайте мы поддержим наше прославление тоже. Пока у них заминка, они там... Сейчас все будет хорошо. Аллилуйя. Благословлю Тебя на земле, что богата всем, где течет молоко и мед. Благословлю Тебя, благословлю Тебя, и в пустыне, в которой я, проходя и долиной зла, благословлю Тебя. Благословение вызреваешь, чтоб славить мне, где бы ни был, что не делал, я пою Тебе. Благословлю Тебя, мой Господь, благословлю Тебя, благословлю Тебя, мой Господь, восхвалю святое имя Твое. Благословлю Тебя, мой Господь, благословлю Тебя.
хочешь все мне дать, ты можешь все мне дать. Я хочу за все тебя благословлять. Благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя, благословлю тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое. Благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя, благословлю тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое. Благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя, благословлю тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое. Аллилуйя! Благослови его! Слава тебе, Господь! Все ждут еще. Давайте еще одну споем. Кто-то может уже это, если кто торопится, я понимаю, что мы затянулись с миром Божьим, можно идти по домам, но мы споем еще одну песню. А так, добро пожаловать в следующее воскресенье в 11 часов на неделе. Ну, я не знаю, может быть, молитвенная будет, у нас верхний зал, он свободный, но все остальное, все, что снизу происходило, да. Поэтому, кто уходит, благословений. Кто остается, давайте еще споем, можно пообщаться после этого. Нет, мы уже не поем? Жалуются, что горлышко болит. Хорошо, тогда всем давайте уже до свидания, благословений. Господь благословит вас на эту предстоящую неделю. С миром Божьим.